Друзья, слышите это? Это я включил радиоприемник и звучит коми-гимн. Только что он сказал мне, что сегодня среда, 4 марта, и на улице, вы не поверите, друзья, на улице отличная погода, друзья. Вон такое вот утро встречает нас. Скоро встанет солнышко. На улице минус 10. Минус 10 градусов. И это очень здорово. Это значит, сегодня повысилось давление. И возможно, будет клёв. Так. А на завтрак у нас вот такая вот, друзья, яичница. Глазунья даже. 4 глазуньи, 1 яичница. Одно яичко лопнуло у меня. Вот оно, шкварчит все. Это традиционный мой завтрак. Хлебушек. Ну и чаек, и ничего лишнего. Без всяких, так сказать, излишек. Есть сало, есть котлеты. Пожалуй, одну котлетку я съем, наверное. Одну котлетку я съем. По сообщению синоптиков, сегодня днем в южных районах республики переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха минус 3-8 градусов. В северных районах облачно с прояснениями, небольшой снег, метель, ветер северо-западный 7-12, порывами 15-18 метров в секунду, температура воздуха минус 5-10 градусов. На крайнем северо-востоке Котлеточку. снег, метель, ветер северо-западный 12-17, порывами 19-24 метра в секунду, температура воздуха минус 8-13 градусов, к вечеру понижение температуры до минус 17-22 градусов. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 8 градусов. 22 градуса. Атмосферное давление 754 Вот это да. миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%. Ветер северо-западный 1, порывами 3 метра в секунду. До 22 мороза ожидается. В Сыктывкаре ожидается Вот без такой существенных осадков. Ветер резкий северо-западный скачок 4 температуры метров в ожидается. секунду. Ну, уже заметно, уже минус 10 похолодало. Атмосферное давление будет расти. Атмосферное давление будет расти. Ну что, мой родной язык, друзья. Ладно, выключаю, вы все равно ничего не поймете. Так, радиоприемник нам сообщил, что понижается температура, повышается давление. Как это отразится на клеве, посмотрим. Один минус холодной температуры — это будут замерзать лунки. То есть, если я поставлю жерлицы, они покроются коркой льда, если их не засыпать снегом. А снег сырой — это наст. Не знаю, что у нас получится. Да и бог с ним. Главное, мы поставим. Если что, есть пешня, мы всегда отдолбим. Щуку, если попадет, мы вытащить сможем. Ну а пока, друзья, утренний завтрак, утренний чай, никаких рыбацких напитков с утра, и встречаемся на льду. Друзья, теперь я знаю, где рай. Посмотрите, не райская ли это картина. Изба на берегу замечательного озера. Морозная погода, правда уже где-то минус 7 было с утра, минус 10. Но все равно прекрасно. Встающее солнце, его пока здесь не видно, но вот если смотреть по елкам, верхушки елок уже видят это солнце. И вот такое прекрасное озеро. Вот оно. Вот какая картина открывается нашему взору. Обалденно. Только ради этого, друзья, стоит ехать в такую даль, чтобы насладиться этой красотой. Все, едем, не теряя ни минуты. Бурим лунку, кидаем прикормку. И в первую очередь утром не могу не пробежаться с Блесной. Даже не с Блесной. Сегодня я пробегусь с Ратлином.
пробурю лунки, пробегусь ратлином, потому что здесь есть крупный окунь, есть щука. Большая надежда, что будут поклевки. А это не, ну это не передать. Какой-то кайф, когда бьет крупная рыба. Тебе, ладно, погнали, а то пропустим утренний клев. Все, стекло. Поехали! Начнем отсюда. Начнем отсюда. Ладно, друзья, пока буримся, выключаемся. Солнышко уже на верхушках деревьев. Прошел где-то, наверное, около 40 лунок. Первая поклевка, и думаете вы, кто это? Вот такой вот маленький щупачочек. Вот на такого ратлина. Господи. Я уже... Ой, как ты неаккуратно попал-то. Блин. Так ты слепой останешься. Иди гуляй. Иди. Еще и не хочет. Все, пошел. Что, крупнее рыбы здесь нет, что ли? Господи. Ни одной поклевки, ни одного тычка даже не было. Здесь есть крупный окунь, здесь есть щуки. Крупных щук я не ловил, но за килограмм были, даже около 2 ловил, наверное. А тут тук-тур, думаю, что такое? Вон оно что. Ну, хоть одну рыбу увидел. И хотя первую рыбу не отпускают, но это уж совсем маленькая. Была бы хотя бы на полкилограмма где-то, я бы взял. А с нее-то что есть? Скелет ходячий. Но клюнуло, уже радует. Если мелкий кинулся, может быть и крупный возьмет. И здесь я ловил крупных окуней, вот таких грамм по 300-400. Ловил на балансир. Также утречком такая же примерно погода была, время примерно так же было. Я помню, что это перед Пасхой было. Не прошлый год, а позапрошлый, наверное, уже. Да. В 18 году, наверное, это было. С утра вышел. Балансир. У меня был просто балансир, хороший балансир такой. Цельнометаллический. Хвостик тоже металлический, но не пластиковый. А нормальный такой балансир был красного, ну, преимущественно красного цвета. И окунь на него хорошо брал. Бац, где-то штук 5, наверное, уже выдернул. Таких хороших, крупных окуней. Тут бац! Взяла щука и, видать, проглотила балансир глубоко, потому что, не дотягивая до конца, она обрывает, перекусывает леску. Балансир был на леске, без поводка. Как бы считал, что так лучше брать будет. Тут же цепляю поводок, цепляю вот такую вот блесну вертикальную, тяжелую. Ирбитка или как там, я не помню уже. Но тяжелая, здоровенная блесна. Думал, сейчас я поймаю эту щуку. И как пошли вот такие окуняки. Я, наверное, штук 15 успел выдернуть. Потом солнышко поднялось выше деревьев, и все.
На этом поклевки закончились. Крупный окунь перестал, как будто отрезало. Шла одна мелочь. Как бы из-за этого я хочу утром пройтись. Была надежда, что вдруг будет то же самое. Но, как вы видите, нету окуня, нету, или он не хочет брать. У меня, в принципе, есть эхолот. Я не знаю почему, но так лень мне его доставать. А придется, наверное. Сейчас я еще пройдусь, вот несколько десяток, 15 лунок осталось непроверенные. Долго не стою над одной лункой. Буквально 5 раз поднял, отпустил. Если поклевок не будет, попробую еще мормышечкой пройтись несколько лунок. Все, друзья, конец хорошей погоде. Опять все затянуло, опять ветрище. И опять снегопад. Такое прекрасное утро было. Столько было надежд. И нифига. Пробовал ратлином, пробовал блесенками. Все глухо. Было 2 поклевки. И все. Ну вот маленькую щучку, что еще поймал. Сейчас по новой пробурил вот участок ближе к берегу. Буду пробовать. Небольшая плесенка у меня есть подкрашенная. И сверху... А нет, плесенка не буду. Буду пробовать мормышкой вишня. И сверху нимфа. Может, что кто на нимфу хапнет. Погодка все. Погодка дрянь. Ох-ох-ох. Ой, какая невезуха. Все опять затянуло. И опять пошел снегопад. Будем пробовать. Если что будет интересно, покажу. Нет, так нет. Вот у меня 2 удочки. Здесь блесна. Здесь мормышка. Тишина. Не прошло и полгода. Наконец-то первая поклевка. Вот такой вот окушочек. Вот такой вот. Хоть таких подергаем, если будут клевать. Ладно, посмотрим. Один он был или с кем-то. Посмотрим. Один он был или вдвоем, троем. Хоть первая поклевка. Клюнул на мормышку вишню. Мормышка вишня у меня с червяком. Нимфочка с опарышем. Походу он один и был. Погода вообще испортилась. Ветрище. Насквозь продувает. Температура -6. Но на ветру кажется все -20, блин. Все, больше походу никого. Ох-ох-ох. Ну вот, друзья, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Поймал уже 2 живцов. Посмотрите, какие они здесь красивые. На некоторых озерах окунь черный, а здесь он белый. Значит, вода здесь чистая, прозрачная. Ну вот, как всегда, включил камеру, и поклевки прекратились. Сейчас штук 10 поймаю вот этих окушков и поставлю жерлицы. Может, хоть они сработают. Ну вот, наконец-то я поймал более-менее окушка. Клюнул на вишню. Вот. Этого уже можно назвать окунем.
Вот такой вот. Этот уже, как говорится, окушок так окушок. Не то, что там мелочь. Время я вам сейчас скажу. Жерлицы я до сих пор так и не поставил, потому что хотел поймать 10 живцов. Это у меня никак не получается. Время уже 11, пол-12. Представляете? В 7 я где-то вышел. 8, 9, 10, 11. 4,5 часа. А у меня один окунь и 5 живцов. Как-то вот так. 4 марта. А у нас до сих пор глухозимья нет. Была поклевка. Была поклевочка. Ну, может быть, леска у меня толстая для них. Тонкой лески у меня нету. О, второй окунь. Этого уже можно смело назвать окунем. На нимфу, главное, не берут. Вот такие окушки бы клевали, и красота, мне больше ничего не надо. А тут есть и покрупнее окуня. Давайте, давайте, мои хорошие, клюйте, клюйте. Все, что ли? Там у меня блесенка стоит, но там леска вообще толстая. 0,25 или 0,28. Третий красавчик Йенскаден. Вот это уже красиво. Наконец-то. С утра заклевало только... Сколько я говорил время-то, уже забыл от счастья. 11:30. 11:30 только заклевало. Мир перевернулся. Обычно раньше с утра клевало. Ладно, не буду загадывать. Клевало. 3 штуки поймал, уже сделал выводы. Может, это вообще случайность. Так, пойду пошевелю эту блесенку. Лунки стягивает. Если что-то крупное попадет, может и не влезть уже. Опа! Что-то ударило. Наверное, щучка. Она. Но тебя уже не отпущу. О, вся в пиявках. Смотрите, сколько пиявок. Вон. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пиявок. Ты не крупная, конечно, но я тебя не отпущу. Я тебя просольненькую съем. Вот так вот. Ударило сразу. Только шевельнул, сразу бам. Кто-то мне сказал, что на эти пиявки тоже клюет. Ну как их насаживать? Они такие маленькие. Получается, рыба стоит, если она вся в пиявках. И попробуем еще. Блин, почему крупная щука не берет? Она ведь тоже здесь есть. Глубина, конечно, здесь. Что мне не нравится на этом озере, это глубина.
пока вытаскиваешь, мороз и ветер, всю леску можно перепутать. Вот сколько стояло? 0 эмоций. Только шевельнул, сразу бам. Блин, надо жерлицы выставлять. Может, на крупных окушков хоть щука покрупнее пойдет. Не, все, нету. Не зря подходил, скажем так. Ну, хоть что-то. 1 щучка, 3 окушка. И все. Надо буром пройтись по лункам. А то их стянуло морозом уже с краев. Все, кончилось счастье. Итак, у нас 4-й окунь. Спустя где-то, наверное, полчаса обошел все лунки, вернулся сюда. Насадил свежего червя на блесну. Поймал окуня, и был 1 сход. Пока одевал камеру, включал. Клюнул на стоячего. Клюнул на стоячего и ушел. 5-й окунь у нас. Вон какой красивый. Взял настоячего, только отошел, шевелил, отошел. Пошел трясти ту удочку с вишневой мормышкой. Смотрю, у меня он уже долбит. Опять же взял настоячего на червя. Получается, червя любят больше, что ли, получается. Ну-ка. Ладно, любишь стоячего, стой. А здесь у меня опарыш с мормышкой. Ну, в принципе, 3 тоже поймал. Да нет, это, наверное, случайность. Я жерлицы сегодня ставить буду, нет? Надо было сразу мне поставить. Все. Пошел я ставить жерлицы. Начал выставлять жерлицы. Поставил 1, 2, 3. Вот 3-ю только поставил. Пошел ставить 4-ю. И у меня сработало сразу же, буквально через 2 минуты. Леску до конца я выматывать не даю. Слабину даю только 2-3 метра, не больше, потому что здесь коряжники как бы. Закрыл комками, чтобы не разматывать. Подходила, она разматывала. Он что-то дергает. Или все уже она? Или это окунь? Может, сам живец сбил? Нет, вон что-то крутит. Не пойму. Ладно, пробуем. Не будем времени терять. Пробуем. Да, нет. Что гадать-то? Может, и живец сбил. Окунь не маленький, такой средних размеров. Да, пробуем, что. Нет, что-то есть. Пока есть. Не знаю, дойдет, не дойдет.
до лунки. Вот она щучка. Вот она, долгожданная. Енцикадан. Я сейчас себя буду ругать, конечно. Почему я не выставил жерлицы раньше? Почему? Почему? Вот он заглотил как. Все, окушочек сработал. Вот такая вот чуренция. Где-то примерно на полкилограммчика. Самые вкусные. Такие вот щуки, они самые вкусные. Блин, ну живцы были уже 5 штук. Вот мне надо было эти 10 штук именно ловить. Выставился бы давно уже. Вон, хорошо. Чем хороши двойники, очень легко их отцеплять. Всегда пользуюсь двойниками и вот так вот через жабры. А мы еще этого закинем. Живцов нет, надо экономить. Только-только вот закинул его. Только-только. Не успел отойти, она сработала. Ну хотя бы такие были, и то хорошо. Блин. Живцов нет. Там есть еще 2 живца. Осталось, я их поставлю туда и все. Место приготовил уже. Были бы живцы. Вот по возможности надо привозить с собой. Не надеяться, что поймаешься, не поймаешь. Привез бы с собой тех же мальков. Поставил бы и проверяй. Ну вот, первая щучка на жерлице. Видишь, какие они здесь светлые. Енцикадан. Пошли дальше ставить. Еще 2 окунька у меня есть. Дело сделано, поставил 5 жерлиц. 1, 2, 3. Живцы у меня кончились, сколько было, столько и поставил. 4, 5. Так ранее мне уже дала щучку. Время обеда. Пойдем перекусим что-нибудь, чайку попьем. До обеда вот наш улов. Щучка 1, щука 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 окуней. 2 щучки, 7 окуней. Не густо, но и не пусто. Покатили. Покатили, перекусим по-быстрому. И попробуем поймать живцов. Еще 5 штук хотя бы поставить. И жерлица уже сработала. Вот, друзья, наконец-то уже под вечер, после захода солнца, я увидел на этом озере плотву. Последовала поклевка. И вот она. Вот она, красавица. Первый раз не успел, второй раз успел. Целый день не было поклевок плотвы ни одной. И только под вечер она соизволила. Где ее искать? Понятия не имею. На что ее ловить тоже. Клюнула на червя. На крупную, в принципе, мормышку. Посмотрим. Это, конечно, не клев. Настроение 0. Но мы упорно рыбачим. Упорно ищем, где рыба. Вот она. Вот она, обезьянка. Такая вот обезьяночка. Клюнула вот на такую мормышечку. Время уже 4:30. Сразу после плотвы, что там вот поднял сейчас я на стоячку, клюнул. Вот еще окушочек. Окунь, можно сказать. На новую снасть, так называемую, что я только уже не пробовал. Муж мормышку одну, мормышку другую, блесенку, лески поменял. Поставил самую тонкую леску, что нашел. Новенькую. 0,14.
И на нее повесил такой банан, тяжеленький банан. Удобнее, чтобы шугу пробивать было. Вот. И что-то на нее пытается клевать. Поймал вот окушка уже. И кто-то еще поклевывает. Может, дело все-таки в леске? Вода здесь прозрачная, чистая. И рыба видит леску, когда она жадная. Ну, когда активная, в смысле. Толщина лески боком. А когда вот капризничает, леска много, конечно, что значит. Но у меня тоньше, чем 0,14 лески нет. На какой-то удочке 0,12 стоит, но даже не помню на какой. Максимум полчаса осталось рыбачить. Максимум. Если только еще. Можно, в принципе, попробовать вечером на фосфорную мормышку светонакопительную. Может, ночью плотва здесь клюет. Эхолот есть. Можно было пройтись по лункам, посмотреть, есть ли рыба здесь вообще и где и на какой глубине. Время 11 минут 6. И все-таки это был никакой не вечерний клев, а случайные поклевки. Попала плотва после обеда и один окушок. Все. Больше поклевок я не увидел. Вот весь улов за сегодняшний день. 8 окуней, 2 щучки и 1 плотва. Это все, что удалось мне поймать сегодня. Несмотря на все мои усилия, проверена куча лунок, около 100 точно. Привязывал всякие мормышки, блесенки. Начинал с ратлина даже. Какой ратлин? С ратлина, не ратлин. Короче, я не знаю, что я буду делать завтра. Планы придут вечером. Ну а пока поехали, приготовим дрова на ночь. Там маловато уже. Печка быстро ест. Вчера, что я приготовил, почти все сожрало уже, потому что днем тоже топил. И будем готовиться к ночлегу и думать, что мы завтра будем делать. Все, пока совсем не стемнело, поехали готовить дрова.
приготовили. С запасом. Можно раздеваться. Ну вот и все дела сделаны. И пора ужинать. А ужин у нас сегодня мировой. Сегодня у нас, сейчас покажу. Сегодня у нас вот такое, вот такое, друзья, блюдо. Это макароны с мясом. Или мясо с макаронами, не знаю. Ой, как горячо-то. Ну, короче, вот. Вчерашний огурчик недоеденный. Кстати, смотрите, нож. Видно, не видно. Вот. Кизляр. Как показать-то вам? А с этой стороны, вот здесь вот написано печора. Не знаю, видно, не видно. Классный ножичек. Тяжеловат, правда, но нормальный. Ну вот теперь вот вечером можно и зеленого чая попить. Вон сколько вчера, получается, выпил. 4 стопочки. Больше половины еще осталось. Таким макаром эта бутылка мне на 3 дня хватит. Ни капельки зеленого чая с утра во рту не было. А вы говорите, алкаш там, тудым-сюдым. Алкаш бы был, пока не кончилось, избы бы не входил. А так я сегодня с раннего утра на реке, на озере. Правда, толку маловато. Ну ничего. Я ж старался, я ж пытался, я даже и поймал. 2 щучки, 8 окушков, плотва. Не ошибешься. Не пусто же, не пусто, значит рыба здесь есть. Я что сделаю, если они... Погода какая классная с утра была. Просто райская погода, солнышко, тишина. Ну думаю, ну сегодня будет прекрасный день. На тебе, все испортилось. Опять ветер, до сих пор ветер дует, я не знаю, что он надует. Я сегодня промерз на улице, как капитально вообще получается. Температура вроде бы -5, -6, но ветрище и насквозь. Я уже 2 шапки под конец одел. И то выдувает полностью замерз. Поставил 5 жерлиц. Одна из них уже щучку поймала. Была еще сработка. Не знаю, или может быть окушок сам, может быть щучка дернула. Не знаю. Завтра утром увидим. Выпьем за прекрасный день, проведенный наедине с природой. Побольше таких дней. И вам того же желаю. Почаще выходите на природу. Живите в гармонии с природой. Это прекрасно, это здорово. Вы спрашиваете меня, а не страшно ли тудым-сюдым? Да нет, не страшно. Страшно, когда реальная опасность, допустим, следы волков, рядом с избой воют волки. Сейчас накаркаю еще. А когда этого нету, что леса-то бояться? Леса бояться не надо. Что, медведи спят, волки, бывают, да. В избушку же волк не зайдет, не съест тебя. Че, кого бояться-то? Давайте выпьем. Выпьем за то, чтобы почаще видеться с природой, чтобы жить в гармонии с природой. Будем.
Кстати, мясо глухарь. Вот, когда на Весновке добывал уток, были такие комментарии не очень приятного характера. Что вам, жрать нечего, что ли? Ну, добыл одну, хватит там, ну две, ну куда вы больше-то, куда? Куда стреляете столько? Объясняю. Сезон охоты весной, всего неделя. 10 дней. Надо заготовить дичи столько, чтобы хватило на весь год. Хотя бы до осени. Осенью сезон охоты чуть подлиннее. Там. Раньше открывали в конце августа. Сейчас какие-то идиоты, я не знаю, у меня слов больше нету. Придумали закон. Открывают охоту в середине августа. Ну куда этот? Утки еще не летают, а их уже долбят. Рябчики, как воробьи. Косачи, тетерева, рыжие еще, а их уже долбят. Ну куда это годится? Всегда раньше, в конце августа, последнее воскресенье там. Коми традиционный праздник. Как это? Оспожалун. Это 28 августа. Так вот, в этот день разрешалось первый раз добыть дичь к этому празднику. Раньше никаких законов не было. Народ просто сам создавал законы. Нельзя, и попробуй кто-нибудь добудь или что, там сразу накажут за такое. А сейчас, как-то помню, 10-го, там, чуть ли не 8 августа открывают, 11-го. Это вообще не понимаю таких. Они думают, что в Москве виднее, какая у нас здесь дичь. Была бы моя воля, я бы вообще охоту на водоплавающую-то ладно, пусть в конце августа можно уже открывать, да. Потому что кряква уже накрыло, в начале сентября она сматывается уже. А боровую дичь я бы не разрешал до конца сентября. В конце сентября, в начале октября самое то. Рябчик как рябчик уже. Глухарь как глухарь. Тетерев как тетерев, он уже черный, а не рыжий. Добыл так добыл, уже тушка так тушка. Так вот, я не договорил, отвлекся от темы. Осенью тоже за сезон охоты наготовить надо дичи столько, чтобы хватило в течение года. В этом году у меня не получилось. Я добыл сколько? Только 2 тетерева. Вот этот глухарь прошлогодний еще. В морозильнике в пакете. Ничего, нормально сохранился. Год. Даже чуть больше года он хранился. И нормально. А в консервы сделать, если у кого есть автоклав, делают консервы, это вообще изумительная тушенка. И хранится хоть год, хоть 2, хоть 3. Так что мы не так, чтобы сегодня добыл, сегодня съел, а потом палец сосать. Как говорится, весенний день год кормит. Я бы сказал так. Весенний день год кормит. Летний день год кормит. Осенний день год кормит. Только зима не кормит. Зимой мы питаемся тем, что мы заготовили весной, летом, осенью. И то я зимой пытаюсь поймать налима, рыбу,
Ну, звери не получается у меня. Почему-то вот... Нет, если бы можно было легально достать лицензию на лося, я бы, конечно, попытать счастье. Но ее же не достать нам, простым смертным. Попробуй вот прийти вот сказать, дайте мне лицензию на лося. Ты кто такой? Иди, до свидания. Там все уже разложено по полочкам. Этому дала, этому не дала, этому дала, этому опять не дала. Вот такие у нас давалки. Кому захотели, тому и дают. А кому не хотят, не дают. Не так-то все просто. А нелегально бить, ну его нафиг. Это кроме громадного штрафа, ну, лишаешься практически всего. И оружия, и потом что делать? Это потом надо быть анархистом уже. Не соблюдать никаких законов, так вот. Чисто. Как вариант, конечно, но опасно. Нехорошо. Так что как-нибудь, если достанем лицензию на лося, мы, конечно, попробуем его добыть. А пока мы лучше вон на озере окушков подергаем. А мясо, слава богу, без мяса не сидим. Я вам вчера говорил уже, на крайняк достал магнитную карточку, щелк-щелк, к соседям вышел, бабам, ляжка свиная уже у тебя дома. Как-то вот так вот. Блин, подгорело очень немного, а то поджарилось. На этот раз хоть ничего не забыл, а то с Калиной поехали, все позабывал. Сковородку забыли. Половину удочек забыли. Сейчас вроде ничего не забыли. Вот, друзья, думаю, что завтра делать. Озеро не оправдало надежд. Озеро надежды. Завтра попробовать еще раз. Не вижу смысла. Прострелять озеро эхолотом, это день уйдет. Эхолот вообще не люблю использовать при минусовой температуре. Он, шнур, сам эхолот, вот этот датчик обрастает льдом. Плюсовую температуру или нулевую, да, можно еще. Но когда минус, это все шуга, лед, кромка льда. Вообще не люблю им пользоваться. Покупал эхолот Практик 6 Pro, что ли, у меня. Уже, наверное, лет 5-6 назад, наверное, уже. Выписывал газету «Охотник и рыболов Сибири». «Охотник и рыболов» газета для души. Там нашел рекламку, заказал, выписал. Кстати, вещь-то неплохая, в принципе. Она показывает реально глубину. Есть рыба там, нет рыбы. Но только на лесных речках оно не годится, потому что там глубина маленькая, а угол у него 60 градусов, что ли, обзора получается. На озеро это идеально, здесь можно смотреть. Ну, не минусовую температуру. Так, давайте сделаем так. С утра пораньше встаем, проверяем окуня. Плотва, потому что сегодня вообще себя не показала. Одна дурная плотва какая-то попала мне вечером. Вот. Настоящую главную. Поклевала, я не успел, потом опять клюнула. Уралка такая здоровая, червяка, плотва-то хорошая. Только одна, ее здесь море. Когда она клюет, когда она активная, одно удовольствие. И сначала неактивная на стоячку, а потом, когда активная и на игру бьет, и все. Тут можно в легкую ведро за день надергать, что я и делал. Если не верите, вон, смотрите фотографию, сейчас покажу.
Это было. Это вот все здесь было. Все ловилось ежемительно с утра до вечера. Вот. С утра проверю, может быть, еще здесь немного. Если клюет, если будет клевать, остаемся здесь. Если клевать не будет, идем на речку. Едем на речку. Опять же опасно там, если там никто не ездил, тут речка очень опасная. Перекаты, открытые места. Это придется ехать на лыжах, проверять все. На буксировщике навряд ли здесь проедешь. Ну посмотрим. Посмотрим. Если хариус клюет, он будет клевать. А если нет, то нет. Завтрашний день покажет, что мы будем делать дальше. Если речка ничего не даст, озеро ничего не даст, завтра сворачиваемся и едем в другое место. Как-то вот так. Ладно, друзья, заболтался. Вторая, наверное. Вот, видите, уже потерялся. Болтушка, болтушка. Этот бокал с рыбацким напитком я поднимаю за вас, мои дорогие друзья, что смотрите мой канал. Пишите комментарии, пишите, поправляйте, указывайте на мои ошибки. Будем общаться, будем дружить и за это выпьем. Много получил советов, как ловить хариуса. Один советует так, другой так. Кто-то грубой форме высказывает. Что ты там трясешь? Это же не окунь, был такой комментарий. С ним типа надо плавно, аккуратно. Друзья, я не первый день ловлю хариуса. И ловил я его немало. Я, конечно, прислушиваюсь к вашим советам, но что, но я пробую все методы. И игру настоящую, и такую, игру, и такую. Если в кадр попало только то, что где я трясу, это еще не значит, что я не использую других методов. Я пробую все. Вот я сегодня, грубо говоря, в 7 если вышел, в 5 зашел, 10 часов. Около 10 часов я провел на льду. А в кадр попадет буквально минут 10, максимум 15 и все. Как вы думаете, чем я занимался остальное время? Чай гонял? Нет. Я пробовал. Все. Я же не могу 10-часовой ролик сделать, как я рыбачил целый день. Это будет неинтересно ни вам, ну и мне, конечно, как это. Мне никакой аппаратуры не хватит все это записать. Так что очень многое из рыбалки не попадает в кадр. И вот поверьте мне, я пробую все. Сегодня я испробовал, ну, все снасти, в основном, конечно, все я не успею никогда. Единственное, что не успел пробурить, это озеро все.